Из отпуска прямо на праздник. Что может быть лучше? Поэтому открываем сезон на мажорной ноте. Завтра республике исполняется 94. Сценарий празднования, в общем, традиционный. Накануне торжественное собрание, вручение государственных наград. Завтра, послезавтра вся самодеятельность городов и весей на уличных площадках. Из нового, пожалуй, только ярмарка «Выбирай наша» на Стефановской, которая на этот раз приурочена именно ко Дню Республики. Будем считать ее выставкой достижений наших аграриев. Но не только овощем, выращенным в зоне рискованного земледелия, может быть горд северный человек. В 9 минут Константин Куратов уместил все 94 года нашей с вами республики. И сейчас напомнит то, что мы, возможно, подзабыли. Всероссийский Центральный исполнительный комитет. 22 августа 1921 года. Образовать автономную область Коми как часть Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. В новой автономной республике в год ее основания проживает не больше 180 тысяч человек, 90% из которых коми по национальности. В январе 22 года там избирают первый состав областного исполкома. Руководство республики берет курс на индустриальное развитие. 1929 год. При впадении в Ухту речушки Чебью высаживается отряд изыскателей. Геолог Тиханович, бурмастер Косолапкин, опытный грозненский нефтяник, готовит к пуску первую ухтинскую буровую. В 1939-м поселок Чебью получает новое имя – Ухта. Статус города ему присвоят позже. Кроме нефти здесь находят и газ. В 1932-м на берегу реки Воркута в поселении Рудник закладывают первую шахту. Уголь добывают политзаключенные. Тысячи людей погибает от холода. Выкопали в основном землянки, и кто оказался в палатках, находился в более выгодном положении. Угля было достаточно, он находился довольно близко, топлива хватало, а вот продовольствия, извините, нет. Узники совести строят и первую в республике железную дорогу. Это узкоколейка Рудник-Воркутовом. Ее запускают в 1934-м. Летом 1941-го в Коми ударными темпами строят железную дорогу Котлас-Воркута, чтобы доставить заполярный уголь в центр страны. Для этого демонтируют и перебрасывают из Москвы конструкции Дворца Советов и металлический мост через канал Москва-Волга. В годы войны в Воркуте и Инте закладывают 30 шахт. Именно уголь республики отапливает блокадный Ленинград. На фронтах Великой Отечественной сражаются 170 тысяч жителей Коми СССР, 3/4 из них – бывшие заключенные ГУЛАГа, 26 воинов удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 10 солдат и сержантов, полные кавалеры Ордена Славы. Знаменитая 28-я стрелковая Невельская дивизия на треть состоит из бойцов республики. За годы войны жители Коми собирают средства на несколько танковых колонн. Шахтер Воркуты, нефтяник Ухты, сыктывдинский колхозник. Печорцы покупают звено истребителей «Печорский комсомолец». После долгожданной победы страна как никогда нуждается в угле, нефти и лесе. Нужно строить мирную жизнь, восстанавливать экономику. В глухом медвежьем углу народ Коми Республики рука об руку с русским народом приступил к развитию мощной современной промышленности. В 60-е и 70-е годы по праву называют «золотой эпохой республики», вторым периодом промышленного освоения Севера. Добровольцы приезжают в Коми по комсомольской путевке. В 1963-м всесоюзной ударной комсомольской стройкой объявляют Сыктывкарский ЛПК. 6 лет уходит на возведение основных корпусов, монтаж и наладку оборудования. Первый картон гигант на Вычегде получает весной 69-го. И вот они готовили этот вот день. И вот он наконец-то наступил. Вот этот результат, вот этой вот совместной этой работы. Комсомольцы едут строить в Уктыл, Усинск. Тяготы севера испытывают на себе и гости из Болгарии. 20 тысяч представителей Братской Республики приезжают в Вударскую тайгу. Там появляется 3 поселка лесозаготовителей – Усогорск, Благоево и Междуреченск. В годы промышленного бума в Коми активно возводят жилье, строят школы, садики, железные и автомобильные дороги. Невиданный подъем и в сельском хозяйстве.
Появляются крупные животноводческие комплексы и птицефабрики. Совхозы обеспечивают мясом, молоком и овощами быстро растущие города. Мощный толчок для развития получает медицина, образование, культура и спорт. Славу республике приносят лыжники. Лыжи – традиционно главный вид спорта в Коми. Всему миру известны имена спортсменов республики, олимпийских чемпионов. Раисы Сметаниной, Николая Бажукова, призера первенства мира Василия Рочева. К 85-му в Печорском угольном бассейне разрабатывают более 30 угольных месторождений. Коми опоясывают газо- и нефтепроводы. Строится предприятие по перегонке и переработке сырья. В это время регион бьет российские рекорды по оплате труда. В 80-х система среднего образования окончательно приходит на десятилетку. Высшее образование в вузах республики получает 12,5 тысяч студентов. В 22 научных учреждениях работают более 450 докторов и кандидатов наук. Активно развивается книгопечатание. До революции народ Коми не имел своей письменности. В наши дни Коми-книжное издательство ежегодно выпускают миллионные тиражи книг на русском и коми языках. В республике успешно развивается культура, национальная по форме, социалистическая по содержанию. В 90-е рождается новая Россия, распад СССР, государственный переворот, переход на рыночную экономику, приватизация, невыплата зарплаты и, наконец, дефолт 98-го. В республике одна за другой закрываются шахты. Тотальное безденежье выводит людей на площади. Целые коллективы объявляют голодовки. В передовых рядах шахтеры. Здесь, на Горбатом мосту, у резиденции правительства России, шахтеры из Кузбасса и Дальнего Востока, из Ростова и Воркуты начали свой бессрочный пикет. Им надоело работать без зарплаты и выслушивать пустые обещания. К концу 90-х республика оправляется от экономического шока. Рассчитывая теперь исключительно на собственные силы и потребности рынка, предприятия корректируют свои планы. Настоящим событием в 1998 году стало начало строительства участка железной дороги Карпогоры-Вендинга со стороны Архангельской области. А в 1999-м были уложены первые километры Белкамура со стороны Республики Коми. Свое будущее республика связывает и с развитием внутреннего туризма. Коми есть чем удивить. Мансийские болваны в Троицко-Печорском районе, победившие в конкурсе «7 чудес России». Турмаршрут по корабельной роще в Удорском районе, описанной Михаилом Пришвиным. Самая северная стоянка древнего человека в деревне Бызовая. А еще православные святыни и природные заповедники. Архитектурные памятники, финно-угорский этнопарк. Большое внимание уделяется и так называемому событийному туризму. Гостей ждут на знаменитой Усть-Цилимской горке, Ижемском луде, мультифестивале «Ибица», на Заваленке в Выльгарте, праздники коми-книги на Удоре, праздники лодок в Усть-Куломе, фестивале «Кыртайка» в Карткюросе. Вас что привлекает в этой мужской работе? Да, наверное, все, что остальных. И мужчин, и женщин-кузнецов. Магия, огонь, стихии. Особая гордость республики – ее люди. Уроженец Коми Петерим Сорокин не только ввел в мировую науку понятие социальной мобильности, но и на себе показал, что это такое. В республике начал свою карьеру сын потомственного оленевода из поселка Устюса Валерий Леонтьев. Если бы моя мама Екатерина Ивановна, в просторечии просто Катерина, имела возможность выбирать, где меня родить, выбирать какой-то, скажем так, большой цивилизованный культурный центр мировой. Наверное, она бы это сделала в Лондоне, в Мадриде, а может быть в Милане. Но поскольку такой возможности у нее не было, она меня родила в деревне Устюса. Олимпийские чемпионы Раиса Сметанина, Николай Бажуков и Василий Рочев заставили весь мир выучить слова Коми и Сыктывкар. Наш земляк Вячеслав Малышев был танковым наркомом СССР. Уроженец Помозина Владимир Старовский 35 лет возглавлял советскую статистику. А благодаря начальнику Ижемской вертолетной площадки Сергею Сотникову пилоты Ту-154 спасли 81 человеческую жизнь. Константин Куратов о долгом пути от автономной области до развивающейся республики.